Правда, мы на «Чайке», у нас, вы знаете, в обкоме была машина «Чайка», правительственная такая. Практически никуда не ездили, только в Мураши, в Кировскую область. У нас было там одно предприятие, и он всегда, как мы собираемся ехать, а тоже очень часто, раз в год как минимум ездили. Так, Иван, заряжай «Чайку». Мы не можем в Кировскую область ехать на какой-то ерунде, понимаете? И я помню ее стих. Куда едем? Мураши. А ты знаешь, что такое город Мураши? Я говорю, знаю. На берегу реки Чернухи, где тихо шепчут камыши, стоит в грязи по самые уши голодный город Мураши. Он знал, что там очень сложно, нету дорог, нету выезда с республик через эту территорию. И этот стих он услышал от кировчан. Он не сам его сочинил. Но я к чему его привожу? Сколько Иван Павлович вложил в строительство дорог, как в республике. Это особая эпопея, понимаете ее? Так и выход через Кировскую область в центр. Ведь не было дорог. Вообще, дорожная эпопея Ивана Павловича – это отдельная тема. Вы знаете, что у него есть 3 ордена Ленина. Это высшая награда. И есть за дороги орден Октябрьской революции, которым он больше гордился, чем многими другими. Потому что он понимал, что значит дороги в республике. Вы знаете, какие он приемы применял, чтобы дорожную отрасль поставить на высоту? Он оброком наши большие предприятия, угольные, нефтяные, обкладывал, заставлял их выделять внеплановую технику, бригады. Даже у него был такой прием. Вызывал первых лиц или каких-то замечаний, садил в автобус и ехали по трассе. И даже подсказывал водителю, ты где-нибудь там забуксуй, чтобы эти, которых он везет, чиновники, потолкали машину. И он выходит, видите, как тут люди живут, а как вывести урожай, совхозу или еще что-нибудь, понимаете? И через колено заставлял делать, потому что других выходов не было. Короче говоря, дорожное строительство – это особая тема. И он, конечно, очень много помогал и Кировской области, не только до Кирова доведили мы, так сказать, дороги от республики, а и по области. Такое же отношение он делал, мы были в Архангельской области, и там видели предприятия, у них тоже дорожное строительство было убито. Короче говоря, он понимал, что дороги стоят дорого, а бездорожье еще дороже. Там, значит, прозвучало в Киров только на «Чайке». Да. Почему? Он гордился за республику и хотел, чтобы ее ценили везде и вспоминали, и видели, что это перспективная, очень высоко организованная, на высоком уровне республика. Поэтому показать, приехать на, которую они не видели никогда, «Чайка», мы ездили в Мураши, понимаете? Это был шик, но который подчеркивал гордость за республику. Мы так понимаем. Ты не думай, Димочка, что он там любил, допустим, шиковать на машинах и так далее. Он вообще не любил. Ну, во-первых, я должен сказать, никаких охран у нас не было. Понятия охраны. Он даже старался, ну, не то, что сознательно нарушить, а даже сопровождение ГАИ. Он только через пень-колоду не соглашался, чтобы ГАИ сопровождало, когда мы ездим в районы на длинное расстояние, понимаете. Поэтому лично у него какого-то шика, там, хвастовства не было. Но здесь не про Морозова речь идет, а об уровне республики, понимаете.